Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков и о главных темах к этому часу. Полигон закрывается, мусор копится. Не хочется платить за ту работу, которая не выполняется. Почему региональный оператор разорвал контракт со сторонними мусороперевозчиками? Разбирался Рамиль Шайдулин. Месяц до начала нового учебного года, а школа в аварийном состоянии. В этом году мы не можем сюда везти детей, потому что, видите, у нас такое положение. Почему Тураевскую школу Менделеевского района не закрыли еще в прошлом году, несмотря на аварийное состояние? И что будет с детьми сейчас, разбиралась Филюза Хамидуллина. Учителя, врачи, экономисты, агрономы, геологи. Счастья, здоровья, и еще раз заслуженные награды. Спасибо. Сегодня в Казанском Кремле вручали государственные награды России и Республики Татарстан. Об этом расскажет Алия Хайрудинова. Десятки верующих со всей страны и из-за рубежа. Богородица всегда заступается, помогает в помощи, когда мы молимся о своей семье, о своих детях. Как в Казани прошел крестный ход по случаю обретения Казанской иконы Божьей Матери, увидела Юлия Гоголева. Ваш талант и труд делают Татарстан процветающим. Сегодня в Казанском Кремле Алексей Песошин вручил государственные награды республики и страны. Это 53 татарстанца, которые внесли свой вклад в развитие региона. Они спасают жизни, строят дома, работают на полях, учат детей, стоят на защите информации. У каждого своя история успеха. На торжественном мероприятии побывала Алия Хайрудинова. «53 комплекта наград дождались своих героев. В зале врачи, механизаторы, химики, агрономы, слесари, учителя. Все они из разных сфер, но каждый лучший в своем деле. За верность труду их благодарит премьер Алексей Песошин. Основой реализации всех намеченных планов, несомненно, является ежедневный труд жителей республики. И сегодня именно вы здесь не случайно. Ваш талант, победа, стойкость сделают нашу республику сильной и процветающей. Миннулин Рашид Марданович. Уверенность ковалась годами, говорит главный эксперт Татнефти Рашид Миннулин. Федеральную награду «Медаль ордена» за заслуги перед Отечеством второй степени он посвящает всему коллективу предприятия. Еще в 98-м нефтяники выпустили книгу «Как выжить в условиях кризиса». Свою актуальность пособие не потеряло и сейчас. Нефть стоила где-то меньше $12. Понимаете, такая была ситуация кризисная. Все, которые технологии могли быть внедрены, разработаны, мы их стали воплощать в жизнь. Галиуллина Диляра Ахмадуловна. Диляра Галиуллина вот уже четверть века работает учителем. Последние 5 лет в 175-й гимназии Казани. 11 мая 2021 года она, пытаясь остановить нападавшего, была ранена. Сегодня ей вручили медаль ордена за заслуги перед республикой. В зале много врачей. Федеральную награду «Медаль Луки Крымского» вручили заместителю главного врача Знакаевской ЦРБ Руслану Магомедову. Заслуженным врачом стал заведующий хирургическим отделением 2-й горбольницы Набережных Челнов Рафик Халилов. За эти годы борьбы с коронавирусной инфекцией нам пришлось переформатировать полностью всю систему здравоохранения. В зале сегодня и аграрии. Заслуженным агрономом стал Рустем Мухамадиев. 14 лет он верен своей профессии. В этом году обещает рекордный урожай. У меня есть все условия своей агрофирмы, чтобы добиться таких целей, получать стабильный, хороший урожай. Чествуют ветеранов труда, ветеринаров, журналистов. Почти 60 лет верна перу главный редактор газеты «Казанские истории» Любовь Агеева. Ее наградили медалью за доблестный труд. Журналисты — народ такой, мы как бы постоянно чувствуем оценку свою со стороны. Мы публичные люди. Заслуженным артистом сегодня стала Эльмира Султеева. Живет в танце 17 лет. Я очень горжусь, что работаю в этом коллективе. Пока здоровье позволяет, танцую, буду радовать зрителя. 53 татарстанца сегодня не просто получили звание, они попали в большую историю успеха своей родины. Алия Хайрудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.
Мусор копится, никто не знает, сколько это будет продолжаться. На этой неделе казанцы столкнулись с массовым переполнением мусорных контейнеров. Речь идет о смешанных отходах. Мебель, покрышки, ветки деревьев и все, что нельзя отнести к коммунальным отходам и стройматериалам. Дело в том, что региональный оператор УК по ЖКХ в одностороннем порядке расторг контракты с организациями, которые вывозили смешанный мусор на их полигон по улице Химическая. Якобы он переполняется. Кто теперь будет решать этот вопрос, разбирался Рамиль Шайдуллин. Такое безобразие у нас с выходных дней творится. Уже почти неделю к контейнеру в Аметьево просто не подойти, жалуется местная жительница Елена Кондрева. Бункер переполнен. Бумага, пленка, бутылки разлетаются по округе. Коробки и кресла начинают гнить. Суббота, воскресенье. Мусор не вывозится. А раньше он вывозился регулярно? Ну, вывозился, и приезжали тракторы, убирали весь этот бардак. Похожая картина на контейнерах переулка Дорожный в поселке Царицыно. Бункер переполнен, но люди продолжают везти сюда мусор. Большая часть после стройки. 5 дней уже нет. Машины нет. Ну, надо же экскаватор, чтобы его грузить. Машина не может забирать. Мусоровозов на этой неделе не видели и в домах на улице Баки-Урманче. Переполнено все. Как в субботу не убрали неделю такие. А так каждый день убирали. Такого не было. Не хочется платить за ту работу, которая не выполняется. Нет места и на самих мусорных площадках. Здесь и стеклопакеты, и коробки, и другой крупногабаритный мусор. Как отвечают в управляющей компании, вывозить их просто некому и некуда. Единственный полигон по вывозу крупногабаритного мусора закрыт для доступа сторонним организациям. Подрядчики на сегодняшний день расторгают договор в одностороннем порядке, так как не могут оказать услугу должным образом и своевременно. Действительно, мы узнали об этом буквально на прошлой неделе вечером, а с утра нас уже, в общем, поставили в известность, что мы уже никуда заехать не можем. Для компании, которая вывозом мусора занимается больше 20 лет, имея в парке порядка 30 машин, стало шоком, когда на прошлой неделе регоператор по ЖКХ в одностороннем порядке разорвал с ними контракт, заявив, что для них закрыт полигон Химическая. Именно сюда свозили так называемый смешанный мусор, который не относится к ТКО. Не дав возможности каким-то образом передоговориться, принять какие-то альтернативные решения, подумать, каким образом можно из этой ситуации выйти. И на данный момент мы имеем то, что имеем. Да, действительно, многие контейнерные площадки переполнены, вывоз строительного мусора и других отходов не осуществляется, но, к счастью, осуществляется пока вывоз ТКО самим региональным оператором и собственными транспортными средствами. На Химическую сейчас пускают только машины регионального оператора УК по ЖКХ. Другим придется ехать на районные полигоны, ближайшие в 60 километрах от Казани, другой более чем в 200. Такое решение представители сферы обращения с отходами называют слишком скоропалительным. Полигон Восточный пока еще не введены, насколько я понимаю, карты, и он не функционирует. Полигон Химическая достаточно быстрыми темпами из-за этого пополняется. И, видимо, эксплуатант решил приостановить прием прочих отходов, чтобы оставить место для ТКО. Но тем самым эксплуатант не подумал о том, что сейчас период идет ремонтов, строек, и образуется много отходов, которые сложно отнести напрямую именно к строительным отходам, и которые в нашем городе можно разместить только на данных объектах. Эксплуатант этого не учел, и тем самым начинает создаваться постепенно некий такой коллапс. Наш основной вид действия – это твердые коммунальные отходы. Все происходящее регоператор объясняет спецификой полигона. Его основное назначение – прием твердых коммунальных отходов. Смешанный и строительный мусор сюда больше возить не будут. У нас жители всегда в приоритете. В разумных рамках, в определенных, мы им помогаем, стараемся вывозить, то есть в беде жителей не оставляем, вывозим. Также обращаемся с просьбой к жителям города Казани, чтобы не складировали и не позволяли сторонним лицам складировать на контейнерной площадке строительные промышленные отходы, в особенности старые шины, так как это ведет к сбоям при вывозе твердых коммунальных отходов. Проблем со строительными отходами не новая. Один из вариантов решения данного вопроса – это развитие переработки строительных отходов на примере, как Московской области. Случайность или совпадение? Новые правила вступили в силу после того, как сменился руководитель регионального оператора. Вместо Сергея Богатого назначен Дмитрий Петров из Москвы. Пока в компании лишь обещают, что вопрос смешанных отходов будут решать по заявкам жителей и только своими силами. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, Алмаз Зиединов, Олег Мыльников, ТНВ, Казань.
В Татарстане по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, расследование на прокурорском контроле. Напомним, во вторник в Апастовском районе в аварии погибли 8-летний ребенок и 65-летняя женщина. Трагедия произошла на трассе Казань-Ульяновск. Здесь во время обгона водитель Рено Логан не справился с управлением и вылетел в кювет. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Его теща и сын погибли. Детали сегодня сообщил Следственный комитет. И сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя, который протащил инспектора ГИБДД на капоте на Высокой горе. 33-летний мужчина год назад был лишен прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако накануне сел за руль и отправился в Казань. Его пытались остановить сотрудники автоинспекции, но водитель проигнорировал их требования. Совершил наезд на одного из них, протащил на капоте и скрылся с места. Его задержали в Казани. Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». До сих пор спасатели ищут пропавшего мужчину у Лебяжьих озер Казани. О его пропаже еще накануне сообщили друзья. Они отдыхали на берегу, и в один момент он пропал из виду. Компания предполагает, мужчина мог прыгнуть в воду. В этом месте пляж для купания не оборудован. Водолазная группа продолжает поиски. Отметим, с начала купального сезона в Татарстане произошли 32 несчастных случая на воде. Погибли 25 человек. 1 сентября не за горами, а вопрос со школой не решен. К нам в редакцию обратились жители села Тураева Менделеевского района. Единственная школа с обучением на татарском языке оказалась на грани закрытия. Год назад здание, построенное 26 лет назад, признали аварийным. Родители просят провести капремонт. В случае закрытия учеников могут перевести в соседнюю русскоязычную школу. Почему объект не включили в программу капремонта и что будет с детьми сейчас, в ситуации разбиралась Филюза Хамидуллина. Очень много мероприятий проводили здесь, но в этом году мы не можем сюда везти детей, потому что, видите, у нас какое положение. Плесень на потолке, трещины на стенах и несвежая штукатурка. Так выглядит спортзал Тураевской школы. Учителя рассказывают, крышу не могли залатать 9 лет. Из-за постоянных протечек здание обветшало. Кровлю заменили лишь прошлым летом. Южный вариант проекта, и у нас крыша как бассейн, туда скапливаются все вот эти воды, и снег замерзает и протекало. Вот все равно состояние такое уж тревожное. Плиты вот так вот провалились. И в этом году открыли эти плиты, сделали. Школу построили в 1996 году. С тех пор ни разу не ремонтировалась. Сейчас здесь учатся 45 детей. Через месяц сентябрь будет. Ремонта до сих пор нету. И прошли слухи, что хотят школу совсем закрыть. И детей соседним деревням как развозить. До этого уже были слухи, что закрывают 10 класс, что не будет 10 класса. И нам так, чисто, вот я сама была в администрации, мне сказали, что реконструкция будет, оптимизация школ должна быть. Ваша первая. Все. За 30 лет 40 медалистов. Средние баллы по ЕГЭ выше республиканских. Тураевская школа единственная в районе с углубленным изучением татарского языка. Мы хотим сохранить эту нашу школу, чтобы наша школа существовала. Если не будет школы, не будет деревни. Из стен этой школы вышли заслуженные люди. Учителя Татарстана, они сейчас уже находятся в пенсии. Заслуженные медики. Если закроют, без работы может остаться часть педагогического состава, утверждают в школе. У нас 13 учителей, 7 из них высшей категории. 5 дают работу, а остальные остаются без работы. В этом же здании, кроме школы, есть музей, библиотека и детский сад. Под одну крышу их перевели в 2002 году. Если закроют всю школу, закрывается и садик. Получается, я остаюсь без работы, и мой ребенок остается без садика. Сегодня мы обратились в исполком района. Как здесь рассказали, еще в прошлом году экспертиза показала здание в аварийном состоянии. Тогда из районного бюджета выделили 2,5 миллиона рублей на ремонт кровли. Оказалось, в программу капремонта школа попасть не могла, поскольку зданию еще нет 30 лет. Проблемы сельских школ, они общие. Строились большие школы в 80-х, 90-х годах. Здесь почти на 300 человек, сейчас обучается 40. Соответственно, финансирования нормативного не хватает, чтобы содержать надлежащим это. Ситуация все ухудшалась и ухудшалась. И, соответственно, было принято решение отремонтировать кровлю. И для того, чтобы обоснованно попросить деньги на полные ремонтные работы, провели экспертизу. Она послужила основанием для просьбы о выделении дополнительных средств на проведение капитального ремонта данной школы. В Министерстве образования подтвердили, Тураевскую школу включили в предварительный перечень федеральной программы по капремонту на 2024 год. Сейчас готовят сметную документацию. Закроется школа или дождется ремонта, решат повторные экспертизы.
вузы. Одно исследование проведет исполком района, другую независимую – родители. Как утверждает директор школы, если эксперты решат, что дети могут остаться здесь еще на 2 года, к 1 сентября они сядут за парты родной школой. Если нет, всех переведут в соседнюю Ижовку. Там они будут обучаться во 2-ю смену и на татарском языке. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Менделеевский район. В Татарстане впервые с начала года нет задолженности по зарплате. Таковы данные Росстата. За счет чего удалось поправить ситуацию, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня у православных большой праздник – День обретения чудотворной иконы Казанской Божией Матери. Это одна из самых почитаемых святынь. По преданию, именно в этот день, 443 года назад, икону обнаружили на пепелище по указанию 9-летней девочки Матроны. С образом Казанской Божией Матери неразрывно связана история нашей страны. Сегодня, по случаю праздника, верующие прошли крестным ходом по центру столицы. Затем состоялась божественная литургия в Казанском соборе. Как это было, в репортаже Юлии Гоголевой. День обретения Казанской иконы Божьей Матери для православных особый праздник. Чудотворный список – одна из главных святынь России, которая неразрывно связана с историей страны и Казани. На крестном ходе сегодня радостно и светло. Нет ни жаркого солнца, ни дождя. Погода благоволит. Здесь тысячи верующих, паломники со всей страны и из-за рубежа. У многих верующих есть и свои истории, связанные с иконой. Мы с мужем познакомились на Казанскую, на праздник. Поэтому оно вот для нашей семьи, мы уже больше 30 лет вместе, наверное, вот действительно самое-самое большое значение имеет. Поистине женская икона, Богородица всегда заступается, помогает в помощи, когда мы молимся о своей семье, о своих детях. Очень рада, что попала в паломническую поездку и на престольный праздник. Очень рада, очень большая благодать. Маршрут крестного хода остается неизменным. От Благовещенского собора вниз вдоль Кремля, далее Батурина, Карла Маркса и до Большой Красной. Здесь, в воссозданном соборе Казанской иконы Божьей Матери, ровно в 9 утра началась праздничная служба. Ее провел митрополит Кирилл совместно с патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским Вениамином. В Казань он специально приехал на праздник. Напомним, именно здесь вот уже год находится чудотворный список. Желающих попасть на главную праздничную службу сегодня было так много, что даже самый большой храм не смог всех вместить. Молились верующие на площади перед собором. Еще тысячи людей смотрели службу по телевизору. Наш телеканал вел прямую трансляцию. Этот образ, который сквозь несколько столетий пронес мир и между народами, да, и между странами, и, наверное, между даже государствами. Сразу после службы в стенах Казанского собора с праздником всех верующих поздравил митрополит Кирилл и государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Он отметил, явление Казанской иконы Божьей Матери – предмет особой гордости как для православных, так и для мусульман. Воссоздать храм на месте обретения иконы для руководства республики было делом чести, и работа в этом направлении будет продолжена. Нельзя было в условиях, когда такое есть согласие в стране, этим делом не заниматься. Я этим самым хочу сказать, что это дело надо еще дальше усиливать. Почему? Потому что потери огромные. Огромные исторические потери, огромные и более позднего срока. Это под силу сейчас нашему народу. Все объекты, к какой бы вере они ни относились, ну, безусловно, православие, мусульманство и другие религии, мы принимаем решение одновременно. Советуемся, какие храмы, в каком месте, на сколько мест надо воздвигать. Как отметил Минтимер Шаймиев, воссозданию Казанского собора предшествовал указ президента Татарстана. Всем миром собирали средства на возрождение православного храма и Болгарской исламской академии. На самом деле это подарок республике, верующим людям и всем, кто приезжает в Казань. Это очень большое и яркое событие. В прошлом году на этом месте стоял святейший патриарх Московский и всея Руси, радостный, благословляющий всех нас. Это осталось в нашем сердце. Сегодня митрополит Кирилл призвал всех собравшихся к восстановлению еще одного утраченного храма на территории Богородицкого монастыря, церкви Николы Тульского. Сделаем кирпичики, золотой, серебряный, бронзовый, по возможности от каждого, чтобы можно было записать имена своих близких, чтобы монахи их поминали, а мы начинали готовить базу для того, чтобы восстанавливать этот величественный храм. Минтимер Шаймиев и митрополит Кирилл возложили
положили цветы к месту захоронения митрополита Феофана. Он много лет занимался восстановлением Казанского собора, но не дожил до официального открытия храма. И сегодня же на площади перед собором любой желающий мог оставить пожертвование на лечение тяжело больных детей. Взамен получал белый цветок, символ одноименной благотворительной акции. В начале 20 века она проходила во многих городах страны. Спустя полвека традицию возродили. Казанские историки, краеведы смогли поднять всю историю в архивах, историю того, как проходил белый цветок в Казани. Благотворительная ярмарка стала одним из мероприятий Российского фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. Юлия Гоголева, Адель Меддубаев, ТНВ, Казань. Благотворительная акция «Белый цветок» зародилась в царской России по инициативе семьи императора. И сегодня в Национальном музее открылась выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения последней российской императрицы. Экспозицию «Чувствую себя матерью этой страны» в течение полугода создавала Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Казань стала первым городом, где ее представили. Императрица Александра Федоровна участвовала в учреждении школы народного искусства, Всероссийского попечительства об охране материнства и младенчестве. Была покровительницей 4 обществ сестер милосердия, помогла церкви. Очень многие отрасли медицины, образования укреплялись личной инициативой Александры Федоровны. Мы сегодня хотели вернуть историческую правду у нашей императрицы, рассказать через призму ее личности, вот через нее, рассказать о том, сколько делалось в императорской России накануне революции в области благотворительности. Императрица и вся царская семья была убита в 1918 году. В 2000-м Романовы прославлены Русской Православной Церковью в лике святых старостотерпцев. Александра Федоровна считается подвижницей благотворительности и милосердия. В период Первой мировой войны и царица, и дети были медсестрами, сестрами милосердия в госпиталях, помогали врачам, обрабатывали раны больным, раненым солдатам и так далее. То есть это был действительно жертвенный подвиг. Это безусловная часть культуры, потому что культура, она всегда акценты делает на духовно-нравственных столпах. И вот это умение быть милосердным, да, это вот неотъемлемая часть нашей культуры. Сегодня в правительстве Татарстана разъяснили порядок выплат добровольцам, проходящим военную службу в батальонах Алга и Тимер. Первую выплату в размере 60 тысяч рублей они получат после зачисления в список военной части еженедельно по 15 тысяч рублей. Выплату в размере 200 тысяч рублей после пересечения батальонами границ страны для участия в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. К началу туристического сезона в Татарстане заработали 16 мест отдыха на природе. Это кемпинги, глэмпинги и эко-отели. Они открылись в Пестричинском, Зеленодольском, Камско-Устинском районах и Рыбной Слободе. Как показывает статистика последних лет, все больше россиян заграничному отдыху предпочитают местные уголки природы. В Татарстане в этом году планируют открыть еще 20 таких эко-зон. Сегодня условия для проведения времени показали журналистам. Вот это проходите, пожалуйста, наша юрта. Это 4-местная. Уютный домик для семейного отдыха со всеми удобствами. Панорамный вид на лес и травяной чай из самовара. Новая база открылась в Пестричинском районе. Эта халяль-зона рассчитана на 20 человек. И наш резорт тоже настроен на людей, которые ведут здоровый образ жизни. Мы работаем по стандартам халяль. Они украшены татарским орнаментом и подходят для отдыха как зимой, так и летом. Экозона открылась только в этом году, но здесь уже успели побывать не только татарстанские туристы, но и отдыхающие из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Настоящий отдых на природе – это посиделки у костра, песни под гитару и чистый воздух. По вечерам гости наслаждаются звездным небом и тишиной, а днем можно искупаться в озере или пособирать ягоды в лесу. Мы стараемся, чтобы люди испытали романтику готовки на природе. А это место напоминает пионерский лагерь. Небольшие домики в лесу, еда на костре и летний кинотеатр. Изюминка еще одного местного комплекса в Пестрецах. За 2 года здесь уже побывали туристы из Аргентины, Испании и других стран. Площадка уникальна тем, что здесь каждый человек может приехать, отдохнуть, расслабиться и почувствовать себя, будто он на своей даче. Как-то хочется от города отдохнуть на природе. На велосипедах катались в лес, на озеро ездили, ну и просто в домике отдыхали здесь, возле огня. В отсутствие доступного отдыха за границей все больше россиян выбирают внутренний туризм.
люди пришли к осознанию, что необходимо открывать свой собственный край, свою собственную республику, свою собственную страну. Люди начали путешествовать внутри нашей страны. В Татарстане для отдыха на природе есть 16 экозон. У нас экотуризм считается одним из перспективных в стране. Практику по его развитию применяют у себя 40 регионов. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, ТНВ, Пестричинский район. Сегодня в Казани стартовал первый этап международных соревнований «Игры дружбы». Это первая часть трилогии под названием «Мир». До 3 августа медали разыграют пловцы, затем прыгуны в воду и синхронистки. В соревнованиях примут участие около 1000 человек из России, Беларуси, Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии, Сирии, Судана, Таджикистана, Эквадора, ЮАР, ДНР и ЛНР. Видим здесь, в Казани, наследие универсиады, Кубков мира, чемпионатов мира. Оно работает не только для спорта высших достижений, для людей города Казани, Татарстана, всей России. Планируем проведение этих игр здесь. Насколько они системно будут проводиться каждый год, я не вижу сложностей в этом, либо каких-то преград. Это хорошая соревновательная практика. Мы очень рады, что это проходит именно в Казани, потому что Татарстан любит и умеет на высшем уровне принимать такого рода соревнования. И хочу отметить, что прыжки в воду в Казани действительно любят. В Казани собрались практически все звезды отечественных водных видов спорта. Это и основные составы, и те, кто может выступить на следующих Олимпийских играх. На играх примут участие 4 представителя спортивного клуба «Синтез» Никита Шлейхер, Александр Беревцев, Мария Полякова и Егор Куимов. Как отметил татарстанский серебряный призер Олимпийских игр 2020 года Александр Красных, на играх дружбы будет высокая конкуренция. И сегодня первую победу в дистанции 50 метров брасом среди юниоров одержала спортсменка из Набережных Челнов Ралина Галязова. Казанская вода всегда отличалась легкостью, в ней спортсмены показывают действительно хорошие результаты, и спортсменам отрадно плыть в такой воде, отрадно плыть в Казани, в принципе, поскольку и шикарный бассейн, большой, светлый, конечно, уровень по стати Олимпийским играм и чемпионату мира. Очень рада, что я первая, я выполнила мастер спорта международного класса, теперь официально буду настраиваться на завтрашний 200 брас, буду стараться побеждать. Это были все новости к этому часу. До встречи. Быть этого не может. Алина, иди скорее сюда! Ну чего? Ты не поверишь. Это же квартира почти даром. Квартиры в Светлой долине с ипотекой 0,1%. За 30 лет переплата всего 91 тысяча рублей. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания. С заботой о каждом, с энергией для всех. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Открываем летний сезон вместе. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 800 700 37 67. Камэнергостройпром, город Нижнекамск, производит плиты перекрытия пустотного настила высокого качества по выгодным ценам. Телефон 8 8555 49 46 42. Здравствуйте! К выходным Татарстан окажется в теплой воздушной массе. О погоде на пятницу поговорим через несколько секунд. Планировали обновить кухню или шкаф-купе? Сейчас самое время, только до конца июля. Закажите любую корпусную мебель и получите скидку 5%. Записывайтесь на замер по телефону 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ожидается ясная погода. Осадки маловероятны. Днем температура повысится до 24 градусов тепла. Потеплеет и в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Ночью ожидается около 13, а днем около 26 градусов тепла, без осадков. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше малооблачно, без осадков. Днем ожидается около 26 градусов выше нуля.
В Арске, Кукмаре, Балтаси небольшая облачность, вероятность осадков небольшая. Ночью 11, днем около 25 градусов тепла. В Болгаре, Держаном, Буинске комфортная ясная погода, днем около 25 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше температура повысится и днем составит 25 градусов тепла. В субботу станет еще теплее, осадки маловероятны. В Казани ясно и без осадков. Ветер восточный слабый. Ночью около 14 градусов тепла. Днем потеплеет до 26 градусов выше нуля. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 49%. Магнитное поле Земли слабо возмущенное. На этом завершаем наш выпуск с пожеланиями отличного настроения. До скорой встречи!